поклонимся живым и мертвым, бессмертным и бесстрашным героям Великой Отечественной войны. В парке воинской славы сегодня собрались как потомки тех, кто защищал отчизну, так и просто неравнодушные к этой знаменательной дате. Уже по традиции перед началом торжества возложение гвоздей к вечному огню, память о подвиге советских воинов. Для школьников возложение цветов очень волнительный момент, ведь на уроках истории уделено большое количество времени Великой Отечественной войне. Каждый из этих молодых людей знает цену, которую заплатили предки за мирное небо над головой. Я была очень рада принять участие в этом мероприятии, посвященное ко Дню Победы. Самое волнительное это было возлагать цветы к вечному огню. Мы, вырастающее поколение, должны помнить о своих дедах. Организована обширная программа для всех желающих. Самые младшие в преддверии Дня Победы приготовили много интересного. Но сначала военная песня для поднятия патриотического духа. Кому радость, кому беда, кто погиб, а кто живой. Никогда забыть не сможем мы про подвиги солдат. Мир для нас всего дороже, так ребята говорят. Вторая мировая война стала одной из самых кровопролитных войн в истории человечества. До сих пор под землей покоятся останки многих неизвестных солдат. Слова благодарности и уважения для них сегодня звучат отдельно, в виде стихотворений от самых маленьких. Майский день 45-го года стал последней точкой в войне. За все, что есть сейчас у нас, за каждый наш счастливый час, за то, что солнце светит нам. Спасибо доблестным солдатам, нашим дедам и отцам. По словам организаторов, памятные мероприятия в честь самой знаменательной даты для нашей страны – это наименьшее, что мы можем сделать. Подвиги советских солдат бесценны, и наша главная обязанность – славить и не предавать забвению память о наших героях. Мы хотим, чтобы наше поколение помнило о тех, кто дал нам эту жизнь, кто сегодня стоял у истоков создания этой жизни. Все-таки много наших дедов, прадедов, отцов полегли в этой войне. И сегодня немного так детям рассказали об этом. Хочется поздравить всех жителей наступающим этим праздником, чтобы всегда мир был над головой, чтобы никогда не было слез матерей, чтобы всегда светило солнце над нашей республикой, над нашей Россией в целом. Напоследок местные ансамбли подготовили для гостей яркое выступление. Танцы разных народов в исполнении ингушских солистов как символ многонациональной отчизны, которую благодаря дружбе народов и сплоченности удалось отстоять. Идрис Ижиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.